ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухтинский отдел Следственного комитета отчитался о работе за первый квартал года. Начало 2017-го можно отметить снижением количества зарегистрированных преступлений. А те, которые расследовались на территории Ухты следователями комитета, были раскрыты по горячим следам. С января силовики закончили 28 тяжких и особо тяжких дел. Среди них 5 убийств и 12 преступлений против половой неприкосновенности. Как взрослых, так и несовершеннолетних. К слову, статистика преступлений против детей в этом году совсем не радует. Конечно, можно отметить, что произошел незначительный рост. Если в 2017 году следователям Следственного комитета было зарегистрировано 10 таких преступлений, из них 5 половых преступлений, то в 2016 году было зарегистрировано таких 7 преступлений, из них 1 половое преступление. Также в начале этого года был вынесен приговор мужчине, который совершал действия сексуального характера против нескольких девочек. Суд назначил ему 14 лет лишения свободы. На подпись прокурору ушли дела с коррупционной составляющей. Первое против начальника исправительной колонии 19, который привлекается за растрату и присвоение средств, а также применение силы к осужденным. Второму высокопоставленному чину, а именно начальнику Ростехнадзора, за его преступную деятельность грозит до 12 лет лишения свободы. Начальник Ухтинского Ростехнадзора подписывал протокола и удостоверения, которые фактически представители организации приносили эти протоколы и удостоверения, где он фактически проставлял свою подпись, визировал, тем самым придавал значимость им, но фактически данные работники этой организации фактически не сдавали данные экзамены, тесты, зачеты, не сдавали. В целом, в 2017 году уже зарегистрировано 7 коррупционных преступлений, в 2016 их было всего 2. Но есть в криминальной статистике и положительная тенденция: стало меньше несовершеннолетних распространителей наркотиков. Всего 2 факта. А в прошлом году был бум – 6 уголовных дел, большая часть которых заведена на группу лиц. 4 из этих подростков получили реальные сроки от 4 до 6 лет лишения свободы. Еще 3 ждут решения суда теперь. Схему распространения наркотиков, за которую они и понесут ответственность, разработал их друг, находясь в Петербурге. В ходе предварительного следствия было установлено, что житель города Ухты, он уехал в Петербург и решил заняться таким бизнесом в городе Ухте у нас. Поэтому для этого привлек несовершеннолетних своих друзей к совершению этого преступления. Именно там каналы поставки в Ухту организовывались, продажи здесь на территории города Ухты. И поэтому в отношении этого главного фигуранта сейчас расследуется дело, оно у меня в производстве, оно было приостановлено, сейчас возобновлено. А в отношении остальных лиц направлено в суд. И подсудимые дожидаются, в общем-то, приговора своего. Наркотики, а именно 360 граммов гашиша марки ЛСД, правоохранители нашли у подружки главаря банды. Девочка отличница, ее друзья из вполне благополучных семей также могут получить реальный срок лишения свободы. Больше всего, конечно, светит малолетнему организатору криминального бизнеса. Дело против него еще идет.